Всем большой привет. В общем, сегодня я на снегоходе Буран. Иду по старой буранице. До нас сегодня никто не ездил. Едем на первую избу с ночевкой. Тулана взял с собой. Вон он бегает. В общем, Тулана взял с собой. Едем чисто на рыбалку. Сегодня будем ставить жерлицы, а завтра уже будем жерлицы также проверять. И, возможно, если время будет, то пособираю чагу. Начало расцветать. Хорошо. Еще смотрите, еще, конечно, сумерки такие, но не с фонариком и без фонарика как-то вот. Но, надеюсь, меня уже видно, слышно. Днем, конечно же, больше буду снимать природу, как это все сейчас выглядит. Очень много снега выпало у нас. Вчера целый день метель, сегодня метелит. И не знаю, сколько это будет тянуться. Снег на глазах прибавляется. На крышах вот так. Такое количество прибавит. Вот, в общем, как все будет, буду снимать. Вчера долго думал, на чем ехать. Хотел поехать на мотособаке, но я бы даже и не смог выехать из села на мотособаке. Очень много снега. Прям там на полях все замело. А этот танк, ему похуй все. Едет, ничего не чувствует. Посмотрим, как на целине себя покажет. Хвалить не стану, потому что коротыш, сами понимаете. Короткий буран, очень, как сказать, в общем, свечкой встает, конечно же, длиннобазовый лучше, по глубокому снегу. Вот. В общем, как все будет, ребят, буду снимать, показывать. Всем приятного просмотра, обязательно поддержите канал подпиской, ставьте лайки, дизлайки, и переходите по ссылке в описании под видео, там телеграм-канал мой, где я фотографии выкладываю, маленькие ролики. Будет интересно, думаю. Посмотрим, какой поход получится. Не может набегаться. Но ничего, сейчас 7 километров еще осталось до избы. Отсюда уже он побежит. Целых 2 дня он будет бегать. Все, давайте, я поехал. Сам путь снимать не стану. Жужжание этого бурана, звук. А как буду заезжать уже до избы, там включусь.
Капец, ребят, навалило. Чолом заракырка. Лейджу не шотчины. Метели у нас пурга. Вот так вот. До окна уже дошло уровень снега. Немножко застрял здесь на подъеме. Но я расслабился, там проехал. Думаю, да, снег держит. Где хочу, там еду. И со старой бураницы чуть-чуть отъехал. И провалился. Вот. Ну, как бы туда-сюда один-второй раз. Но уже почти полностью еще. Если газанул, я бы вообще туда влип. Потому что не надо, основной вот этот более жесткий снег не надо ломать. Потом он гусеницы будет зарываться, и ты просто сядешь на раму и все. И доставай лопату. Вот так примерно. Один-второй раз, и ты уже начнешь понимать, как буксовать на буране. Перебор не надо газовать. Потом сядет, это уж очень тяжело потом доставать его. Снега очень много. Прям капец. Прям очень-очень много, честное слово. С лопату достанем и в первую очередь будем убирать здесь. Возле двери, вот смотрите. Сколько снега. Честно, очень. Очень даже, скажу вам, достаточно уже. Вот. Много снега, долгая весна будет. Потому что этот, как сказать, если этот уровень снега резко растает, будет беда. А когда много снега, снег потихоньку будет таять. И весна долго будет. Удлиненная, так скажем. Вот. Снова избушка. Ну, на первый взгляд все хорошо тут. Кто-то заходил, потому что я двери всегда открытым оставляю, чтобы были гости. Где он у меня? Так, посмотрим. Ну, терпимо. Все хорошо. Чолом заракырка. Даже кто-то что-то записал. Так. О, кривым почерком. Габов. Непонятно. Так. Короче, какой-то Габов ИВ заходил. Н9 вина Ювы. Буасный жувак. Короче, человек написал Габов Иван В. Он говорит, пьяный, видно вообще, в дупель пьяный он пишет. И как я понял, буран у них сломался, идем, говорит, пешком. Лечим подан. Ну, короче, потом его товарищ еще помог вроде с ремонтом. Похоже, даже слова непонятно, что там написано. Ну, в общем, видно, что он тепленький. А так нормально. Заходил, отдохнул, видать. И дальше в путь. В принципе, и дрова не использовал, даже печку, наверное, не топил. Вот. Я сейчас буду обживаться. Также первое дело это затопим печку. И будем обживаться. Но я в основном сегодня буду еще несколько раз выеду на буране. Вот такой ящик взял. Обычно там у меня тулар сидит сегодня. Здесь он сидел. И уже куда-то он ушел по своим делам. Не знаю. Наверное, по тропе туда. Потому что следов в сторону
Ну, я не знаю, может к реке еще он сходит. Вот. Спустился, да. А подняться не может. Пусть там сидит. Он начнет сейчас лаять. Он не сможет оттуда подняться. К речке спустился. Там снега очень много. В общем, на буране буду ездить без прицепа. Ящик взял, туда буду жерлицы ставить, ну, брать с собой ледобор. Ну, еще лыжи взял. Вот так вот, ребят. Ну, можно сказать, в эту зиму навалило очень много снега. И не перестает еще. Снегопад идет и идет. Так что из многих регионов где-то вообще мне фотографии отправляют. Вообще снега нету. Лужи, трава, цветы. Ваш снег к нам на север пришел. Ну, так и должно быть, в принципе, на севере, но у нас в этом году нормально достаточно. О, справился бездельник. И нафига туда пошел? А? Тулан? В прошлом году тоже так ты застрял там. Силы еще есть, значит, поднялся. Тулавей! Жарко ему. Тула! Застрял. Жирный стал ты от безделья. Жирный стал от безделья. Вон гулять. Вон давай, гуляй. Иди на дорогу сходи там. Прогуляйся. Проверяйся. Ни одного следа. За весь путь только, когда я ехал, одна белка через дорогу, свежие следы были. Через дорогу перешла. И все, больше ничего не было. Ладно, ребят, давайте сейчас я буду потихоньку заниматься бытовыми делами. В первую очередь убрать надо снег. 100 дел сегодня у меня в планах делать. Нету, основное это жерлицы ставить. Жерлицы. Там, если вот, скажем, жерлицы и еще что-то там надумаешь, просто ты не успеваешь, а день короткий, еще быстро темнеет. Так что спокойно буду я бытовыми делами заниматься возле избы. Потом сразу же сходим, жерлицы поставим. И все. Больше, может, если время еще будет, может, удочку взял порыбачить. Чтобы, вот, скажем, еще бежать сегодня, чагу там забирать или еще. Просто физически ты не успеешь. Затопил печку в первую очередь. Потом уже сейчас на улицу выйдем. Пусть топится, греется. Блин, не нарадуешь этой печки, конечно же. И сейчас тоже товарищ мне написал один подписчик. Тоже ему видео отправил своей печи там, как сделано. Чтобы, люди начали понимать, что лучше буржуйки, с умом сделанные буржуйки, лучше не бывают печи. Там отличная печка. Вот. Сейчас вот здесь территорию небольшую так уберу, площадку, чтобы ходить. Потому что здесь на буране буду много. Смотри, Тулан никуда не ушел. Ну, понимает тоже, куда без толку ходить. Пускай охраняет избушку. Лучшая техника в мире, кто не знает. Такая дедовская лопата, тоже показывал уже. Сделана из осины. Это 90. Знаете, в каком году сделали? Дед делал это 93-м году делал. Я еще работал после армии в лесопункте, в котельной, там зольщиком устраивался. Дрова там заносил кочегару. Отдельно рабочие мы были. Кочегар свое дело делал. А мы зольщики. Золу убирали. Также убрали, как сказать, печку там. Дрова там заносили, запас дров. Уже на сутки. Вот. И тогда дед приходил туда. Из осины там выбрал материалы. Лопату эту сделал. До сих пор пользуюсь. Память осталась от деда. Вот так. Все ровно. Он мастер был, конечно, тоже.
немножко такие вот, не столяр такой вот, скажем, супер, но умел много чего делать. Вот это да. Вот здесь слой. Я вот приходил последний раз. А там уже вот это пухляк выпал сейчас снега. Вот Улан по делам ушел вон туда. Пусть погуляет. Ну, он на дорогу там бродить будет. Ходить. Сегодня без ошейника. Ошейник не взял. Капканы будем проверять. Тоже может, если его возьму, то с ошейником. Сегодня в планах у меня ружье не взял, ничего не взял, чтобы ходить там. Вот так. Потихоньку убираю. Тяжелый поход тоже будет, конечно. По реке ходить. Там, не знаю, может и наледь. Снега очень много. Вот эта сумка действительно мне понравилась. Он, блин, такой герметичный, хороший. Так, Кимото, да. Фух. Ну вот. Немножко убрал я все это дело. Пешню обязательно взял. Опасно ходить без пешни. Лыжи уже пригодятся. Даже завтра. Палатку взял. Вдруг на рыбалку пойду. Короче, инструменты основная взял. Очень даже хорошо получилось, так перевернул. Пускай так будет, чтобы на днище не прилипало снега. Ну и, как сказать, да, всегда переворачивайте. На бок ставьте или вот так, как-нибудь. На ночь, когда вот оставляете, вот, сани. Так, что сейчас еще вокруг дома пройдусь. Утеплю. Снега достаточно. Накидаю. И немножко более теплее избушка станет. А так, я бы не сказал, что там холодно у меня. Здорово. Сейчас заготовим еще дровишки сухие вот тут рядом. И хотя на будущее, ребят, осенью надо на УАЗике мне сырые дрова вот так же сложить. Прям кучу. Прям тоже здесь тут. Вот именно сырые. Вот здесь у меня сухие есть. Сырые вон там в стороне. Ну как сырые, там доски. Скажу вам, даже не сырые. А надо еще, чтобы вот они, блин, просто на земле, которые лежат сырые, вот это заготовить. У меня там-то есть они, не спиленные. А спилить и сложить. Это каждую осень надо так к зиме подготовиться. Потому что, ну, есть у меня еще запас там дров, но вот туда надо сходить тоже, принести. Это очень тяжело по глубокому снегу. По углам.
Прикинь, ребят, сколько времени уходит на вот эти бытовые дела. Первый день всегда вот так. Туда-сюда смотришь, день закончился. Что? По-другому никак. Самое сложное — это за водой еще сходить. Это за водой. Эти дрова заготовим. Запас было. Отлично. Отлично. О, Тулан. Пришел. Что-то быстро. А? Что-то быстро-то. Тула. Быстро. Конвали. Конвали. Че наветлин? Морда наглая. Четли. Еще? Ничего для так учали. Это че куча, мон наш. Видите, для прицелить чиз. Мон. Сыкон, блин. Тебе отдельно стол куда-то надо прибить, чтобы ты ссал туда. Ходил как в туалет. Не успел день начаться, я уже так вспотел, блин. Вот смотрите, сюда такая борозда идет к дровам. И здесь еще отдельно, без ведра, без топора, просто вот сходил к реке. Где-то, наверное, минут 20, может больше возился. Тропинку тут протоптал и почистил тут спуск с лопатой. На реке, на льду наледь. Вот здесь вот. Смотрите, капец, ребят. Вот это да. Постоянно здесь каждую зиму хреново ходить. Очень много снега вот сюда. Прям сдувает с этого, с луга. И здесь вот. Вот смотрите. И этот где-то, наверное, 1,5 метра еще больше было. И просто сломалось. И вот. Кусок отвалился туда. Как лавина ушел снег. Вот. Ладно, сейчас сходим. Топор взял, ведро взял. Надо что-то придумать. Скажем, с собой надо на буране хотя бы 10 литров. Или сколько там взять воды. Чем вот так ходить. Смотрите, какой подъем. Это не шутки. Это не шутки. Вот. Если у вас болят колени, не позавидуете этому спуску. Вот так. Сейчас будем добывать воду. Наледь. Вот сюда из наледи возьму воды. 20 сантиметров наледь. Вот, ладно. Вот это да. Что творится тут? Хорошо, верхний слой немножко замерз. Если бы не замерз, то вообще беда была бы ходить. Каша. Нормального льда и нету. Немножко подморозило.
чуть-чуть корка льда такой образовался, что немножко можно ходить тут более-менее. Ну все, сейчас наберем ведро. Еще вечером приду за вторым ведром. Достаточно. Вот еще. Капец. Буквально 3 сантиметра лед образовался, потом налей. Пытаюсь. Ну, не скажу, что там тонкий. Где-то сантиметров 15 точно лед еще есть. Теперь самое интересное будет. Это надо как-то мне добраться до вершины. Ой, бля. Здесь подморозит, тогда бля, легче будет ходить. Сейчас просто нога уходит в снег. Топор сейчас закинуть надо. О. Так. Ну это самое сложное сейчас еще осталось. Я это в воду донесу. И в принципе пока все. Там уже надо позавтракать. И пойдем на рыбалку. Ну вот. Если бы не сделал здесь дорогу, вот поэтому и, ребята, отдышкой получается. Почему говорят, я такая отдышка от нагрузки, ё-моё. Когда ничего не делаешь, такой отдышки, конечно же, не будет. Так, снег падает. Ладно, мы победили. Самое главное. Здесь у меня, как сказать, аккумуляторы. Тут тоже все для съемки. Вот. 6 яиц взял. Сейчас жарить не стану. А потом 2 буханки хлеба взял. Одну поднимаю. Рис с котлетой. Сейчас на завтрак. Картошку. Может, суп сварим сегодня. Так, томатная паста. Что-то хочется из томатной пасты суп сварить. Тут салат. Викторовна готовила из кабачков. Сладкий перец. Очень вкусный. Ну, взял. Съем или нет, там, не знаю. Ну, на завтрак можно сыр вот такой плавленый. Я вчера отправлял Викторовна за хлебом, а она еще и сыр взяла. Говорит, вижу, то иногда берешь. Так что сейчас чаем попьем. Чаем. Так, лекарства у меня тут еще. Здесь у меня тушенка из Белоруссии, с Минска. Вот если буду готовить, сегодня из этой тушенки будем готовить. Так, морковь. Так, подводная камера пригодится обязательно. Так, конфеты это не надо, это не надо. Кипяток. Может, сейчас чай попью. Так, штаны привез. Эти штаны здесь оставлю. Вот эти штаны. Сменные штаны пускай тут будет. Ну, свежие, постираны. Как сказать. Пусть тут порошком, конечно, воняет. Это Ариэль.
Очень-очень купили через Озон порошок Ариэль, и очень уж он как-то, как сказать, запахом ароматизатор, блин. Так, шапка. Сейчас тоже одену. Лук один. Да, носу готовку. Ну тут еще бич-пакеты. Это оставлю вот здесь избушку. Так, пачковый суп. Пригодится сейчас, или так он срок годности до 25-го. Это тоже оставлю. И еще бич-пакет такой. Так, для тулана взял тушенку, как всегда. Вот. Тоже как бы донаты были для тулана, вот это все. Всегда беру консервы и кости с мясом, гостинцы. Ну, примерно вот такой набор сегодняшний у меня. Такой скромненький, много не надо. На одну ночь это еды, во, как хватит. Буду заваривать чай. Это все оставлю. В запасе, чтобы было. Скорую руку, чтобы приготовить. Замок сломан, если что там. Ширинка всегда у меня открыта. Так. Ну, примерно вот так, ребят, и начался день. Уже 9 часов. Сегодня 24 января. 9 часов 02. Пятница, 24. Чуть позже вечером, если что, покажу сегодня, испытывая термобелье, которое я сейчас в спорттоваре купил. Об этом я на втором канале озвучивал. Вроде как, ну, не понимаю, вот, я весь вспотел, но такой сильной влаги на теле я не чувствую. Но чувствуется, но он сухой. Он как-то вот непривычно, вот как-то вот непривычно. Вроде все сырое, но вот что прикасается к телу, он такой вот, он сухой. Я так и говорил продавщице там, и мне говорит, термобелье надо, чтобы вот влага отталкивала, чтобы у меня тело было более сухим. А здесь прям до кофты у меня все сырое. Вот. Сейчас давайте позавтракаем. И для начала, наверное, вот прям здесь 2 жерлицы поставлю. Один на одном берегу, второй может на другом берегу. 2 таких, чтобы вот от избы там смотреть, там сработки будут или нет. Потом на лыжах спущусь ниже, там еще поставлю жерлицы. И съездим на Буране, выше там еще 3 омута. Там еще жерлицы поставим. И будем наблюдать. Может, еще вечером съездим, посмотрим. Короче, вот такие планы. Сейчас, на данный момент, на несколько часов. Тулан там ходит. Сейчас ему тоже хлеб дам. И плотно его накормлю вечером. Так что он не голодный. Не волнуйтесь, он всегда у меня сытый. Он уже начал ожиреть там. Это не очень хорошо. Мало ест, ой, мало. Все время дома постоянно миска мерзнет, замерзает в миске там. Потом собаки начали приходить там через вольер, они достают эту миску там. Короче, он не жадный, делится. Сейчас горбушу дам ему, пусть немножко позавтракает тоже с хлебом. Чтобы еще там париться ему, готовить там часами не стану. Вот это ему достаточно. И вечером еще, ну, на обед придем, также ему дам, и уже вечером его нормально накормлю, и сам тоже буду хорошо, плотно ужинать. Вот, вроде все рассказал. Давайте сейчас я пью чай и сходим, уже начнем ставить жерлицы. Ла. Мам. Видите, что, да что? Не знаю, съест или нет. Ща.
Он не спеша так ест. Не глотает, как будто, ну, которые голодные собак просто на раз-два и проглотили. Нет, он так спокойно, не спеша. Потому что собака не голодная. Все нормально с ним. Шерсть пока не выпадает. Все гладко, все ровно. Вот так вот, кобылина. Жалко, что не на кого охотиться. Если, скажем, ребят, ну, однодневный поход, я вот сегодня с ночевкой и как бы тропинку до реки сделал, но я вам рекомендую, если вы на технике и у вас такой берег, как у меня здесь возле избы, советую брать с собой воду. Это, скажем, 10-литровую канистру или 5-литровую, это несложно там, на буране там, не надо на себе, на спине там тащить. Пока вот так пью чай разовый, потом уже закипит, заварим и будет свежий чай. Маленький термос взял с тем расчетом, что если завтра, может быть, рыбачить буду или за чагой схожу, возможно, я этот термос с собой буду брать. Вот. Очень, прям желание очень еще большое ходить там, искать чагу. Есть еще места, есть еще надежда, что что-либо я найду. Что с чагой в фильме еще будут. Через 2 дня плюсовая температура, возможно, я съезжу на рыбалку от Чела. Там тоже надо пробить дорогу в Заречье. Если съезжу, конечно же, или в онлайн режиме там выйду, или же посмотрите фильм, поснимаю. Конечно же, стараюсь там в онлайн режиме там выйти. И не надо заморачиваться, фильм монтировать. Вот. Немножко взял рис, котлеты рубатка. Вот. И еще мы покупаем котлеты нежные, так называемые фирмы Зеленец. Конечно, зимой самое хорошее это еще пельмени брать. Закинул там, он не тает зимой. Летом, конечно, холодильник нужен, а зимой вот для походов пельмени хорошо. Вот. Сегодня я ем рис. Все слиплось уже от этого, как сказать, пересохло в горле. Хорошо. Ну, завтрак показал, еще с чаем вот этот сыр буду есть, пить. Скромно, но со вкусом. Не, термобелье как-нибудь вот здесь еще сырое. Вот-то. Тело вот именно начал созревать, ребят, насчет термобелья. Так что советуйте, какое лучше, чтобы вот вообще, я не знаю, какая фирма это. Спортмастеры брал. Еще в рыболов-сервис заезжал. Там выбора я особо не нашел. Один только посмотрел, с флисом вроде было 9 с лишним тысяч. Очень дорогой. Ладно, давайте, не буду чавкать.